Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях четверга, 26 августа. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу одной из участниц встречи с правительствами педагогической общественности и предложил объявить 2023 год в стране годом педагога. Глава республики Айсен Николаев поучаствовал в церемонии открытия первого частного бизнес-инкубатора в Нижнем Бестяхе. Это первый в сельской местности частный производственный парк для малого бизнеса. Водоканал готовится к зиме. О масштабных ремонтных работах на объектах компании в разных частях города расскажет наш корреспондент. В Якутске продолжается строительство микрорайона «Звездный». Мы узнали, что будет включать в себя новый микрорайон и какими средствами финансируется строительство. Якутские врачи-инфекционисты прошли обучение в московской больнице. Поездка состоялась в рамках подготовки врачей к осеннему сезону. Президент России Владимир Путин поддержал объявить 2023 год в стране годом педагога. Он поддержал инициативу одной из участниц встречи главы государства с представителями педагогической общественности по видеоконференц-связи. Президент добавил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. Также власти России планируют усовершенствовать систему оплаты труда педагогов, учитывая при этом бюджетные возможности. Президент России отметил, что в этом вопросе необходимо работать системно, реализовывать стоящие вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования. Помимо этого, важно поддерживать молодых специалистов. Он напомнил, что некоторые меры для этого уже приняты. Например, студенты старших курсов могут заниматься педагогической деятельностью, работая в школе. Мне кажется, было бы здорово дать возможность всей нашей большой стране сказать спасибо нашим учителям и объявить один из последующих годов годом учителя и наставника. Да, Катя, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021. Вот в 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского. Константин Дмитриевич, по-моему, если не ошибаюсь. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать. 2023 год объявить годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорим на этот счет. Спасибо большое за предложение, Катя. В это время подготовку школ к новому учебному году обсудил председатель правительства республики с главами районов. Всего по сообщению министра образования Михаила Сивцева, 90% объектов образования на сегодня готово к сезону. Это 640 школ, 544 дошкольных учреждений и 181 учреждение дополнительного образования. При этом, как отметил Андрей Тарасенко, учеба будет очная, поэтому особенно важно подготовиться к отопительному сезону, отработать вопросы пожарной безопасности и недопущения распространения коронавирусной инфекции среди учащихся. По началу учебного года, вот у нас 1365 школ. Все сегодня школы должны пройти аттестацию как Роспотребнадзора, пожарной безопасности, по теплу. Это большой комплекс работ, который надо запустить. И 1 сентября мы должны знать, что все у нас начиная от интернета и кончая горячим питанием, все работает. Сегодня глава республики Айсен Николаев поучаствовал в церемонии открытия первого частного бизнес-инкубатора в Нижнем Бестяхе. В сельской местности впервые открывается частный производственный парк для малого бизнеса, который был создан при поддержке муниципального района и компании. Мегино-Кангаласский район по всем направлениям ведет активное развитие. Администрация Улуса активно поддерживает малое предпринимательство. Айсен Николаев отметил, что поддержка сельскохозяйственного и производственного малого бизнеса в сельских районах даст возможность решать задачи по удовлетворению потребностей жителей сельской местности в качественных товарах, повышению доходов селян, а также развитию занятости населения. На первом этапе в производственном парке планируется производить продукцию для строительной отрасли, которая на сегодняшний день востребована по всей Якутии. Я сегодня очень рада, что именно представители местного производства стали новыми
резидентами первого бизнес-инкубатора. Сегодня здесь создаются новые рабочие места, здесь создаются продукты, которые мы, я думаю, можем в скором времени не только использовать на самообеспечении региона, но и, возможно, экспортировать в соседние республики. Я думаю, что перспективы у наших предпринимателей достаточно серьезные. И самое главное, у них есть амбиции, желание развиваться. Они активно принимают молодые кадры, которые как раз живут в Мегино-Кангасском районе. Водоканал готовится к зиме. 28 августа будет отключен от водоснабжения район Гемиина. Отключения были и в ночь с 18 на 19 августа. Тогда горожане остались без воды. Причиной стали масштабные ремонтные работы на объектах компании в разных частях города. О них подробнее в материале Ульяны Шагиной. Водоканал, как и другие ресурсоснабжающие предприятия города, заблаговременно готовится к предстоящей зиме. Нужно многое успеть, чтобы в суровые якутские холода максимально снизить риски возникновения непредвиденных ситуаций. Идет плановая замена оборудования. Дело в том, что вот эти затворы старые, они стоят 1996 года. И вот они как бы со временем приходят в негодность. Работы проводились в эту ночь не только на водоузлах, но и на уличных сетях, в том числе и на канализационных. Этой работой занимается спецслужба канализования. Ребята заменили затвор на водоводе по улице Кальвица. Для увеличения пропускной способности заварили дополнительный водовод. Служба канализования задействована по всему городу. То есть у нас есть канализационно-насосные станции, которые вот в эту ночь все остановились. Это порядка 100 штук, там, ну, даже больше, там 102 станции насосные. То есть не только здесь люди занимаются, это значит по всему городу, где есть наши насосные станции, ездят наши люди. Задействована техника, еще 3 бригады, то есть, которые все это дело выключают, ну и потом будут запускать по мере, когда что мы здесь делаем, они будут запускать по нашему звонку. То есть вот таким образом это делается. Для удобства горожан все работы проводятся в ночное время. Так, за одну ночь специалистам нужно успеть провести целый пласт работ. Вместе с ними успевают и электрики. Работ на самом деле гораздо больше. На каждом подразделении, получается, в каждом, так сказать, уголке, можно сказать, нашего водоканала, получается, проводятся какие-то работы на водозаборе, на сбосе, водоснабжение, канализование, на улице проводят свои работы. Электрики, вот товарищи у нас вышли. Они, получается, делают свои щиты, проверяют контакты, протягивают контакты, делают ревизию своего оборудования. Это все на самом деле как бы в купе помогает нам войти в зиму хорошо и максимально как бы бесперебойно, эффективно отработать. Все эти работы проводятся с одной целью – как можно сильнее минимизировать риск аварий в осенне-зимний период. В 40-градусные морозы некоторые виды работ сделать просто невозможно. Поэтому успевать нужно, пока позволяет погода. Напомним, следующее отключение планируется 28 августа в районе Гемиина. Ульяна Шагина, Эдгар Николаев, Якутск. Также в Якутске продолжается строительство микрорайона «Звездный». В данный момент на участке идет возведение первых жилых домов. Что еще будет включать в себя новый микрорайон и какими средствами финансируется строительство, узнавал Власий Сергеев. На месте будущего микрорайона «Звездный» в квартале «Воинская часть» полным ходом идет строительство 7 многоквартирных домов. В общей сложности здесь планируется возведение 66 жилых объектов. 30 – это многоквартирные дома с этажностью до 8 этажей, да, именно комфортные для наших условий, чтобы не было стесненности, такого чувства. И второе – это 36 домов, это блокированные застройки. Региональным оператором определенное республиканское ипотечное агентство, и они выступают. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. В конечном итоге в этом микрорайоне будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого будут возведены спортивные сооружения, школы и детские сады. Такое масштабное строительство стало возможным благодаря тому, что Якутия получила одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам в размере 4 миллиардов рублей. Отмечается, что строительство микрорайона имеет выгодные финансовые условия. Те доходы, налоговые и неналоговые, которые мы получим, наш бюджет республиканский от этого проекта, они в 1,5 раза перекроют те средства, которые мы получим в виде инфраструктурных бюджетных кредитов и процентов по нему. Это очень высокий для жилищного строительства коэффициент.
Из средств, полученных за счет бюджетных кредитов, помимо строительства нового микрорайона в Якутске, будут возведены магистральные сети в Нерюнгри, а также 2 жилых объекта для специалистов Жадайской судоверфи. Реализация этих проектов, по словам экспертов, не окажет негативного влияния на экономику республики. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места, ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни. А могу сразу сказать, такие тоже вопросы были, как это повлияет на нагрузку бюджета. Нагрузку бюджета это незначительно повлияет. Ожидается, что реализация всех 3 проектов позволит обеспечить выполнение показателей регионального проекта «Жилье», согласно которому к 2030 году республикой будет достигнут годовой показатель 832 тысячи квадратных метров жилья. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах. Также с сегодняшнего дня отменяется особый противопожарный режим в Мирнинском районе. На сегодня пожаров в лесах Мирнинского района не фиксируется. Утром 26 августа в районе ликвидировали последний лесной пожар, действовавший на равном удалении от Мирного и Тас-Юряха. И в его ликвидации участвовали 78 человек. Тем временем Напсовет Алроса одобрил выплату 200 миллионов рублей на восстановление села Бяскёль в Горном районе. Средства будут направлены на восстановление жилых домов и объектов хозяйственной инфраструктуры, сгоревших во время лесных пожаров. Финансирование будет направлено через Республиканский целевой фонд будущих поколений дополнительно к ежегодному взносу Алроса. Здесь стоит отметить, что в феврале этого года Алроса и целевой фонд официально продлили сотрудничество, в рамках которого фонду оказывается целевая финансовая поддержка на решение социально значимых задач на территории республики. Это строительство новых объектов культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обучение детей на уровне лучших мировых стандартов и защиту окружающей среды. Также компания плотно взаимодействует с руководством Якутии в этот непростой период, оказывая посильную помощь. Так, переданные средства позволяют людям как можно скорее вернуться к нормальной жизни и поддержат их в тяжелой ситуации, уверены в руководстве алмазной компании. В свою очередь, жители пострадавших сел выражают свою признательность. Услышали эту новость и очень обрадовались, что уже быстро так выделяют деньги. Мы очень хотим, чтобы наши дома в кратчайшие сроки восстановили, чтобы наши жители быстрее зашли в свои дома, благоустроенные, красивые, светлые, и жили как раньше. Мы очень счастливо жили. У нас все у нас было. И хотим, чтобы наша жизнь стала лучше. Перейдем к эпидобстановке. На 26 августа в республике выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, 83 случая зафиксировано в Якутске, 10 в Мирнинском и 6 в Сунтарском районе. По 5 случаев в Верхневилюйском и Чурапчинском районах. В Вилюйском и Хангаласском по 4 заболевших. Еще в 14 районах республики выявлено от 1 до 3 заболевших. Тем временем якутские врачи-инфекционисты прошли обучение в Московской больнице имени Зои Башляевой. Это самый крупный и старейший медицинский центр не только в России, но и в Европе. Поездка состоялась в рамках подготовки врачей к осеннему сезону. Так, специалисты отмечают, осенью ожидается большой прирост заболеваний коронавирусной инфекцией среди детей. По статистике, чаще всего причиной заражения ковидом у детей являются внутрисемейные контакты. На сегодняшний день самой эффективной профилактикой коронавирусной инфекции у несовершеннолетних является вакцинация среди взрослого населения. Последний месяц отмечается все-таки более тяжелое течение новой коронавирусной инфекции у детей. То есть если раньше это были больше как ОРВИ, то сейчас большинство это все-таки дети с пневмонией, плюс пневмонии пошли довольно тяжелые в плане поражения легких. Ежегодно у нас осенью начинается эпидсезон. Кроме новой коронавирусной инфекции, мы также ожидаем подъема обычных вирусных заболеваний.
Продолжаем тему. Алданский район приближается к пороговым цифрам по вакцинации в достижении коллективного иммунитета. Из необходимых 18 тысяч привито порядка 15 тысяч человек. Ожидается получение еще 3000 доз вакцины «Спутник Лайт», что позволит достичь нужных показателей. За минувшие сутки выявлено 3 случая больных коронавирусом. В инфекционном отделении находится 32 пациента, под наблюдением врачей 222 человека. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 222 человека, в том числе 172 находятся на амбулаторном лечении, в том числе 3 беременных и 49 детей. То есть у нас немножечко осложняется ситуация по заболеваемости детей. Госпитализации они не подлежат, находятся в удовлетворительном состоянии. В инфекционном отделении находится 32 человека, в том числе 1 беременная, 2 находятся в тяжелом состоянии. По вакцинации из 18 тысяч запланированных вакцинаций на сегодняшний день привито 15 тысяч человек. По остаткам вакцины у нас 150 гамма-ковид-вак осталось и 250 «Спутник Лайт». Ожидается поставка 3000 доз «Спутник Лайт». В Нерюнге прошло закрытие молодежного трудового сезона. На мероприятии наградили ребят, принявших участие в социальном проекте «Отряд мэра» и тех, кто был трудоустроен на летний период в управляющей компании города. Подробности далее в сюжете. Можно 3 месяца бездельничать, думая, чем себя занять, но некоторые подростки выбрали другой путь – принести пользу городу и своей семье. Большинство из них получили первый трудовой опыт и заработали первые деньги. Приятным моментом стало награждение ребят от главы города Леонида Олейника. Я работала в июне, познакомилась с новыми ребятами. Мне было очень приятно внести вклад в город, а особенно приятно получить сегодня благодарственное письмо. За активную гражданскую позицию, добросовестное отношение к обязанностям, весомый вклад в чистоту и благоустройство города Нерюнгри, ответственность и трудолюбие участники социального проекта «Отряд мэра» получили благодарственные письма. Всего в этом сезоне у нас состоялось 2 смены в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Наши ребята работали в июне и в августе. Всего в этом сезоне Нерюнгринская городская администрация трудоустроила 26 молодых людей. За период работы отряда мэра в этом году было убрано 13 улиц и собрано более 450 мешков мусора. Благодаря ребятам город стал чище и уютнее. Вот сегодня, мы ездим по улицам нашего города, мы обращаем внимание, какие чистые у нас газоны. Эти ребятки с мешками ходили, собирали каждую бумажечку и каждую мусоринку. Благодаря им наведена такая красота. С прошлого года этот проект идет. В этом году я принял решение, что каждого ребенка надо, кроме заработной платы, надо поблагодарить, как взрослого, как на равных, и пожать руку и сказать спасибо. В конце мероприятия участники социального проекта «Наш двор» провели веселую зарядку для всех присутствующих. Теперь все свои силы молодым людям предстоит направить на новый учебный год. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. На этом все. Оставайтесь с нами.